Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. Добрый день, дорогие телезрители. Рада приветствовать вас в нашем новогоднем эфире самой вкусной программы «Софрага Бьюренес». Новый год подкрадывается все ближе и ближе, а это значит, что самое время задуматься над созданием праздничной атмосферы на любимой кухне. Осталось совсем немного, и мы встретим новый 2018 год. Но мне уже не терпится раскрыть вам тайну, сказать, кто же будет нашим сегодняшним гостем. Вы готовы? Тогда смотрите небольшой сюжет, который мы подготовили для вас. Приятного просмотра! Ее голос не оставит вас равнодушными. Песни на крымско-татарском языке в ее исполнении звучат волшебно и незабываемо. Гузель сумела покорить крымского зрителя, а поклонники всегда с нетерпением ждут ее выступлений. Ее песни пропитаны любовью к семье, родине и своему народу. Жизнь Гузель Муратовой насыщена яркими красками, творчеством и оптимизмом. Но не все знают, что Гузель не только талантливая певица, но и профессиональный косметолог. Начиная утро с чашечки ароматного кофе, она заряжается энергией на целый день. Ведь впереди нелегкий труд – творить и дарить красоту любимым клиентам. Сегодня на кухне Софрага Бьюренес Гузель порадует нас своим красивым голосом и поделится рецептом пикантного блюда, которое будет прекрасным дополнением к вашему новогоднему столу. Встречайте, грациозная, талантливая, настоящий профессионал своего дела Гузель Муратова. Селям алейкум. Селям алейкум, сайгылы телесерджилер. Чох мемнун олдум да привет еткеніз üçün. Очень рада вас видеть на нашей кухне в новогодний день. Спасибо огромное. Что мы будем сегодня с вами готовить? Сегодня будем готовить блюдо, которое замечательно бы украсило новогодний стол этого замечательного нашего праздника, праздника детства. Сегодня у нас вот рыбка форель, замечательная рыба. Мы ее будем готовить с овощами. Просто рыба с овощами. И будет еще салат, гриль. Так, значит, что нам понадобится? Форель, досочка разделочная, будем ее готовить к приготовлению. Значит, смотрите, берем форельку. Так. Ну, вообще нужно как бы голову убрать именно в этом блюде. Следующим этапом мы маринуем нашу рыбу в специальном маринаде. Это значит 3 столовых ложки масла подсолнечного. Масло у нас есть. Сегодня нам на кухне помогает наш спонсор. Торговая марка «Всегда есть». Всегда есть праздник вкуса на каждом столе, в том числе и на нашем. Замечательно. Так, сколько? Значит, 3 столовых ложечки. Раз. Да, 2, 3. 2, 3. 3. Ложку соли, перца по вкусу. Все это перемешиваем. 1/4 лимона. Я хочу у вас спросить о рецепте, потому что вот мы с вами сейчас в процессе, и очень интересно, почему именно это блюдо вы решили сегодня приготовить? Потому что я люблю очень рыбу, она очень полезная, знаю все полезные свойства рыбы. Так. Легко приготовить ее, в общем-то. Здорово. Давайте я сюда вот на... Давайте. Сюда вот так делаю, чтобы она по ложке. Ага. Где-то так средний. Ага, да, все вот так. Теперь нам нужно промазать будет нам рыбу и оставить все это мариноваться не менее 2 часов. Все должно мариноваться. Угу. Хорошо. Все, как вы скажете. Так, Гузель, Да. ваше имя в переводе с крымско-татарского означает «красивая». Да. Кто подарил вам такое необычное имя? Расскажите. Ну, родители. Настоял на этом имени папа. Вот. И мама, конечно, сначала хотела меня назвать Арзы. Так. Но моя сестра двоюродная, она на несколько дней меня старше и как бы нас опередили. А у нас по преданиям как бы, ну, не называют вот так, чтобы одинаковые были имена. В общем, я опоздала на несколько дней. У нее 28-го, у меня 1 числа день рождения. В общем, я не страдаю от этого. Поначалу, конечно, мне было очень как-то необычно, даже комплексы иногда вызывало. Почему? Потому что говорили: ой, Гузель, Гузель, что у тебя за имя такое? Это же слово, это не имя. Ну, а сейчас, в принципе, я его использую как и сценически. Она мне, ну, многие думают, что это как псевдоним. Но и в то же время мне нравится мое имя. Потому что в честь меня люди приходят, даже говорят: ой, я дочку назвала, вот в честь тебя там, я вот внучку назвала в честь. Очень многие люди приходят, да, как бы говорят, мне это приятно.
Вот. И папа сказал, что даже если она будет некрасивая, в любом случае все будут говорить, что она гузель. Такое заявление. Нет, ну, Наглое. вы соответствуете вашему имени, собственно Спасибо говоря. огромное. Поэтому, да. Что мы делаем? Давайте для наших телезрителей. Маринуем, в общем, все это нужно замариновать, Промазываем. и убрать. Мгм. Это холодильник. Готовите Можно часто это попытаться. блюдо? Ну, это блюдо, ну, я вообще рыбу часто готовлю, стараюсь экспериментировать, вот, в разных вариантах. Сегодня выбрала этот вариант. Убираем мариноваться в холодильник. Сколько времени? Ну, минимум 2 часа. Минимум. За это время мы можем пока Проголодаться. приготовить. Да, проголодаться точно можем приготовить пока овощи наши гриль. Торговая марка «Всегда есть» – это продукт только высшего качества. Выращивание лучших сортов, бережная транспортировка и классические рецепты приготовления – все это мы используем для создания неповторимых блюд на вашем столе. Продукция торговой марки «Всегда есть» сделана исключительно по ГОСТу. Это гарантирует высокое качество и сохранность продукта. «Всегда есть» – праздник вкуса на каждом столе. Итак, рыба у нас ждет своего часа, маринуется. У нас есть замечательные овощи, с которыми мы что должны сделать, Гузель? Расскажи, Мы пожалуйста. сделаем салат, овощи, гриль. Вообще нужно на гриле, можно и в духовке, так как у нас не на природе мы сегодня. Но они очень вкусно получаются и в духовке тоже. Иногда добавляют еще опилки, но я боюсь, что опилки тут, наверное, вспыхнут. Это как это, расскажите? Я видела такое, и мы тоже дома экспериментировали. В духовку прям на противень ставятся опилки. Тогда вот этот вот дымок, получается, Наверное, натуральный, вообще пропитывается. Да, но сегодня обойдемся без опилок. Баклажан. Для того, чтобы баклажан наш не растрескался от температуры, его нужно проткнуть зубочистками, Так, сделать как бы такой давайте. вакуум внутри. Ну, вот так вот просто обычно берешь его, протыкаешь. Овощи будут запекаться целиком, я так предполагаю, или Да, как? целиком мы потом снимем с них кожуру. Вот. Так, с баклажаном мы разобрались. Да, это Вроде на бы. противень. Вы можете Нужно- сюда мне. Нужно, да, подготовить будет противень, нам фольгу смазать маслом. Так, мы сейчас этим займемся. Да, Что там уже мы напополам. делаем с кабачком? Ну, немножечко тоже надрезаем его. Надрезаем, тогда он получается лучше прожарится, припечется. Так. И легче кожуру будет снимать. Вот. Вообще, что мы имеем? Давайте так, баклажан, кабачок, перец. Перец болгарский, Мгм. перец красный, можно тоже его. И помидоры, правильно? Да, помидоры. Знаете, наверное, картошку мы тоже здесь же запечем. Давайте. Не с рыбой, Угу. здесь. Вот так вот кусочками. Так. Картошечку. То есть, в принципе, ничего Посолим. сложного, Да, ничего сложного. да? Просто посолить нужно. Теперь поперчить. Это солим и перчим сейчас, Да. правильно? Ну что, И отправляем, получается, в духовку. Всё готово, 180 градусов, где-то на минут 20. наши овощи отправляются в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов, и мы будем их ждать. Ну что ж, прошло достаточно времени, рыба замариновалась, и теперь мы с вами будем... Сейчас мы дальше готовим рыбу к запеканию. Мы должны что сделать? Мы должны сделать такие надрезы. Так. Рыбка у нас хорошо так промариновалась. Должны сделать надрезы. Что могу сделать я, чем помочь? И овощи пока можете порезать тонкими такими полукольцами морковь. Раз, два, три. Мне надо 4 штучечки. То есть просто вот так нарезаю, никак не Тоненькие. вдоль? Нет, ничего? нет, да, вот так вот, как Хорошо. оно идет, вот так. Хорошо. Гузель, у меня есть информация, что вы происходите из довольно-таки известного рода. Расскажите поподробнее о своем происхождении, пожалуйста. Да, я вообще из рода Мурс, ширинских. Ширинские мурзы всегда были во главе дивана и всегда были сроднимы с гиреями, с ханами.
Информация такая, что они пришли со стороны Волги. Есть такая вот информация интересная. Мне недавно мой троюродный брат Ширинский рассказал такую историю. Он говорит, наш дед, предпоследний из Ширинских, прапрадед, получается, у него было 9 дочерей. И вот эти все девочки, и, в общем, не было наследника, получается. И к нему пришли с новостью о том, что у него родился внук. Это наш прадед. И вот мы от него все и произошли. Вот так вот, род Ширинских, именно наша ветвь, сегодня вот есть. С маминой стороны это было духовенство. Они были такие люди духовные, очень были основателями вот этой вот мечети, которая находится в Ших-Коек, которой вот осталось 4 стены, вернее, осталось 4 угла, и осталась такая маленькая стенка, где при заложении фундамента положили молитву туда. И вот во время войны вот эта вот мечеть, вот эта одна сторона осталась там, где именно была зарыта молитва. Просто не каждый человек может похвастаться таким происхождением, но что я хочу сказать, что большинство людей вас знают не поэтому, а знают вас как известную певицу, исполнительницу крымско-татарских песен. И поэтому мне хочется спросить, с детства ли вы занимаетесь музыкой? Кто привил вам любовь, опять-таки, к музыке, к вокалу? Расскажите об этом. Я скажу так, прививать особо никто особо так не прививал, кроме моей тети. Вот она такая музыкальная была, и вот как-то вот она, наверное. А вообще в моей семье не принято быть артистами и петь, потому что у нас все врачи, там, экономисты, учителя, и, в общем-то, это все несерьезно. И меня никогда никто особо не поддерживал в этом плане. Все, что есть, естественно, все это... Петь – это не дешевое удовольствие, естественно, все финансово. Это оплачивалось моими родителями, все аранжировки, все песни. За это им огромная благодарность. Но это все было так, вот благодаря моему таланту, благодаря голосу, который подарил мне Аллах, и все. А учиться, у меня были частные какие-то занятия, вокала. А так вот все вот на этом вот уровне. Я думаю, что если бы я училась, я бы была где-нибудь звездой еще. Но тем не менее, все равно же за пределы Крыма вы выезжаете. Я знаю, конечно, что в Якутске с ноября стартовал межрегиональный конкурс, и вы представляете Крым. В Якутске стартовал конкурс, вообще замечательный такой город, такое что-то неизведанное для меня, потому что, во-первых, Якутск – это север севера, наверное. Когда мы туда прилетели, была температура минус 30, я немножечко замерзла. Потому что все остальные народы, наши братские, кстати, народы, это конкурс братских тюркоязычных народов. Как он называется? Биркун, под одним солнцем называется. Но мне очень понравилось, несмотря на то, что я замерзла. Там даже 50 метров пройти очень сложно. У меня был торговый центр, там надо было пройти буквально 50 метров, и я за это время просто околела. У меня болели в итоге потом мышцы ног от холода несколько дней. Но, вы знаете, потом я привыкла. Город очень классный, люди очень добрые, очень артистичные. Там у них есть замечательный театр эстрады, у них есть телевидение. Они настолько творческие, и они постоянно, у них каждый день какие-то концерты, у них каждый день какие-то спектакли. Вот даже в сетях мы общаемся, сторис и все. И смотрю, у них постоянно вот эта вот вся жизнь, она так кипит, и молодцы. Очень понравилось их блюдо. Они вот любят, кстати, рыбу. Очень много у них рыбы, необычной, свежей. Меня несколько раз скормили там сырой рыбой. Я сначала не поняла, думаю, что такое, но это свежайшая рыба. Да, свежайшая, с строганином, оленина, это все вот эти вот... Деликатесы. Эти все деликатесы, я раньше их не пробовала, мы там их попробовали. Просто... Честно, я в восторге. Очень мне понравилась их сокровищница Якутии. Эти все бриллианты. И вот мы ходили в такой музей. Нужно будет еще теперь взять перец, порезать такими, знаете, с маленькой части давайте, чтобы кольца были небольшие. Потом мы их сделаем опять напополам, эти кольца, и засунем вот в эти промежутки. Хорошо. Хорошо, сюда, конечно, еще помидор, но помидор мы это так еще вовнутрь все сюда. Помидор у нас есть. Да, кстати, конкурс самое главное сейчас. Потому что как встретил Север крымскую певицу, вы рассказали. А как встретил сам конкурс? Конкурс замечательно. Дело в том, что сейчас еще этот конкурс, он идет.
как бы, потому что итоги будут в феврале. Вообще конкурс состоял из 3 этапов. Первый этап – это заочный отбор, ну не то, что заочный, а как бы такой вот отбор. Они приглашали, да, артистов, отобрали себе тех, кого посчитали нужным, лучших из лучших. Сам конкурс вообще несет такой посыл, он как бы этнопоп. Так, Поп-этно. скажите, Это как что раз это такое? мое направление, потому что я пою популярную музыку, да, и в таком этническом формате, скажем так. Конкурс, сцена замечательная, подготовка просто бешеная. Конкурс их готовился более 2 лет. Это первый конкурс вот такой вот у них в Якутии. Второй этап вот был в ноябре. Это была телеверсия, исполнялось 4 песни в разных костюмах. И вот этот вот этап второй, он будет транслироваться здесь на телеканале у нас вот в Крыму, на Милете. И параллельно будет идти СМС-голосование. Вообще конкурс оценивается в несколько этапов. Будет проходить СМС-голосование параллельно с трансляцией, в общем-то, вот этой телеверсии, записи телеверсии. Я надеюсь очень, что мой народ поддержит меня, потому что я поехала представить наш народ на якутской земле, на холодной, но очень гостеприимной. И мой какой-то маленький успех, это будет успех всего нашего народа. Почему? Потому что мы должны популяризировать свою культуру, свой народ не только здесь, в Крыму, но и за пределами тоже Крыма. Но мы обещаем, что будем за вас голосовать. Да, еще такой момент, что у нас все-таки народ небольшой. У нас всего 300 тысяч, да? Но если каждый проголосует, это будет общая победа, я считаю. Общая правда? победа. Несмотря на то, что Татарстан, там есть такие участники, как Татарстан, Башкирия и все такое. Ну, на самом деле для меня не главная победа или там еще что-то, потому что я понимаю, что главное это опыт, главное, что о нашем народе, о нашей культуре услышали другие люди. Это правда. Вот так. Гузель, хотелось бы узнать, кто работает над вашими сценическими образами, кто их создает. Расскажите. Конечно, у меня много было людей, с которыми я работаю. Это всякие известные у нас здесь в Крыму и в последующем известные благодаря мне тоже дизайнеры, стилисты. Но конкретно над сегодняшним образом и над образом на этом вот замечательном конкурсе в Якутии работала замечательнейшая и на сегодняшний день известная уже достаточно стилист, визажист. Это Сульбие Усманова. Вот сегодняшний образ тоже. Ну вот мы с вами разговариваем о творчестве, но я знаю, что это не единственная ваша деятельность, что вы еще и врач-косметолог. Правда ли это? Расскажите. Да, это моя основная деятельность, я так скажу. Это моя профессия, причем любимая профессия. Это тоже такой вот дар от Бога, потому что именно деятельность направления бьюти, косметология мне очень нравится, мне это близко. Я училась. Закончила, это все уже, наверное, знают, что я закончила мединститут, интернатуру, все как положено врачам. И прошла специальное обучение в направлении косметологии. Полностью реконструкция лица, контурная пластика, губы, все, что ботокс, и все, что связано в этом. Ботокс немножко пугает народ. Ну, все как бы профессионально, и все хорошо. В общем, вот так. А как же вы совмещаете, вот скажите, две такие я совсем особо, разные деятельности? ну, как бы, мне это легко. Почему? Потому что это моя профессия, и каждый человек должен, когда уже освоил свою профессию, ему это легко, естественно. Я так считаю. Ну, вот, совмещать, приходится, каждая женщина совмещает, все успевает. Помогает мне в этом моя семья, родители. Ну что, пришло время отправить рыбу в духовку. Что мы должны для этого сделать? Противень с фольгой у нас уже готов. Помазать маслом нужно, да, Да, не прилипло. обязательно. Туда вовнутрь не надо, потому что там прилипнет. Все. На предварительно смазанную маслом противень мы выкладываем нашу рыбу аккуратненько и отправляем в духовку на температуре 200 градусов 40 минут. Она должна выпекаться. 40 минут, хорошо. Так, раз рыбка и вторая. Итак, рыбку мы отправляем в духовку, а овощи уже приготовились. Сейчас мы на них посмотрим.
Итак, овощи гриль у нас готовы, а рыбу до готовности мы должны подождать еще 40 минут, но это время пролетит незаметно. Рыба пока еще готовится, а у нас появилось время заняться овощами. Что мы должны сделать, Гузель? Мы должны снять шкурку Так. и порезать их тонкими ломтиками. Картошка у нас останется для рыбы. Хорошо, давайте, Да, давайте. рассказывайте, что как Смотрите. нужно. Ну, просто берете и снимаете шкурку отовсюду. Вот как Окей. немножечко такое. Трудоемкое, да? Или нет? Или наоборот, Ну вот легко? с перца, да, наверное. Вот с перца я вижу, что не так все не так этот перец и прост. Гузель, но несмотря на вот такой вот плотный график, вы проводите время с семьей. Расскажите, как? Расскажите о своей семье, как вы проводите время вместе. Ну, семья – это самое главное для меня. В общем-то, мой график состоит из моей работы и семьи, ну и из творчества. Вот, кстати, знаете, что я хотела спросить? Ваши клиенты, которые приходят к вам как к врачу, знают ли они о том, что они приходят к певице, в том числе? Да, кстати, знают очень многие и очень даже этим гордятся. Ну, есть такие, которые... И вот даже вот этот вот конкурс, они мне все желали удачи, когда я ехала. Знают, очень многие знают. А многие, знаете, слышат и говорят, ну, допустим, они же в сарафанное радио всегда работают. Конечно. Говорят, вот я там сделала процедуру, как бы, да, у доктора, а что за доктор? Ну, вот Гузель, там вот тут вот, ну, как бы вот тут там. Она же певица! Я вот вижу, что вы уже стали нарезать овощи. Да, мелкими такими вот Да. кубиками мы нарезаем овощи. Вот расскажите. Нарезайте вот так вот, если есть возможность у вас кубичками. Мы потом все это перемешаем. Все, отлично. Да, Хорошо. нужна будет зелень. Ну, из всего вышесказанного я делаю вывод, что вы человек творческий, это определенно. А в работе в вашей профессии есть ли моменты творчества какие-то, секреты? Моменты творчества обязательно должны быть. Почему? Потому что нужно уметь прочувствовать пациента, почувствовать его внешность, что ему подойдет, что ему правильно посоветовать. Также нужно быть очень деликатным, быть психологом в этом вопросе, потому что люди есть тоже как бы разные, с психологическими какими-то своими моментами. Им кажется, что они вот как-то не так выглядят. Нужно убедить их в том, что они замечательные, что каждый человек по-своему красив, но есть какие-то методы на сегодняшний момент, которые могут помочь ему стать более красивее и более... Согласны ли вы с тем, что вы украшаете наш мир? Несете красоту в массы? Да, ну в этом плане, да. У нас с вами очень интересная беседа, но рыба уже готова, я предлагаю ее достать и заняться, я так понимаю, сервировкой, да? То есть уже сервировкой, и салат нам нужно последним. будет закончить. Вот она, наша замечательная ароматная рыбка. Так, Гузель, что мы должны сделать дальше? Можно ее выложить в тарелки. Морковь и помидоры дают свой определенный вкус тоже, но при этом не перебивают вкус рыбы самой. Вот. Теперь нам нужно будет нарезать зелень. Гузель, ну не могу не попросить вас не спеть. Ну вот очень вот хочется. Вот сейчас тот самый момент, когда я считаю, что мы и все наши телезрители должны услышать ваш вокал. Азбарда karanlık tek yağmur sepeley Hayalım karışık yüreğim sevemdey Dökülür yapraklar kar yağar kış geçer Gelir bizim bahar gelir bizim sevgi Dökülür yapraklar kar yağar kış geçer Gelir bizim bahar gelir bizim sevgi Yüreğim yanılmaz niçindesin bilmem Tek seni ben sevem seni arzu ederim Dökülür yapraklar Kar yağar kış geçer Gelir bizim bahar Gelir bizim sevgi. Машаллах, сағылыңыз. Очень красивое исполнение, у вас очень красивая и, я бы даже сказала, необычная, своеобразная подача. Дорогие друзья, вот такое вот замечательное блюдо у нас получилось. Действительно, очень вкусно, чох сағылыңыз. Гузель, мы не можем вас оставить без подарка. Ого. Торговая марка Леба дарит вам этот кофе. Спасибо Вкусно, огромное. замечательно для вас и для Любимое вашей кофе. семьи. Спасибо большое. Леба кофе 3 континентов, вспоминайте нашу передачу. Обязательно.
не очень приятно. было Хотите ли вы всего. что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Да, конечно. Келечек яна елнен сізні хайырлайман. Сізге частылық, мұтлылық, қави сағылық, селеметлік ве буюк sevgi тілейм. Сізні пек севем ве әпісі япқан ішлерім сіз үшін. Çok sağ olunuz. Мен сізні пек севем. Чок Сағылныз за такое Çok sağ olunuz. поздравление. Сағылныз, что вы были сегодня с нами, что последний день уходящего года мы провели именно с вами, и что Мне вы поделились очень с нами приятно. таким замечательным рецептом к новогоднему столу. Я думаю, что он пригодится всем нашим телезрителям. Иншаллах, да. Sağ olunuz. Сағылныз, приходите к нам еще. Обязательно. А вам, дорогие телезрители, я желаю счастья, веселья, смеха, и пусть Новый год принесет вам только положительные эмоции. До новых встреч в 2018 году.